Здравствуй, наша бесконечно любимая республика. Вот и началась одна из самых приятных недель в году. А все потому, что вместе с ней в нашу жизнь ворвется лето. Пора белых ночей, душевных прогулок и отпусков. И если вы еще не спланировали будущий отдых, советую внимательно смотреть наш выпуск. Студия 11 гарантированно вдохновит вас на смелые идеи. И вот что покажем в первой части программы. На квасе или на кефире? Поговорим о традиционном рецепте окрошки. На финишной прямой в республике продолжается сдача ЕГЭ и ОГЭ. Молодые и креативные о героях нового выпуска программы «Детали не формат». Жаркие деньки не за горами. Самое время открывать сезон окрошки. Сегодня, например, во многих странах принято отмечать день этого легкого супчика. Окрошка – блюдо необычное. Вареную овощную смесь необходимо залить прохладным напитком. Это может быть кефир, айран или даже вода с добавлением уксуса. Впрочем, традиционный рецепт все-таки на квасе. Ведь произошла окрошка от примитивных крестьянских кушаний – редьки с луком и квасом. Со временем к ним стали добавлять огурцы, репу, картофель, яйца и мясо. Сегодня такой суп принято готовить летом, ведь в жаркую погоду, когда аппетита практически нет, окрошка и жажду утолит, и силами обеспечит. Конец мая – самое волнующее время для выпускников. Начинается пора экзаменов. Девятиклассники решают тесты ОГЭ, а одиннадцатиклассники проверяют свои знания на ЕГЭ. Экзаменационный период самый важный, ведь от полученных результатов зависит дальнейшая судьба школьника, а именно то, куда он пойдет учиться дальше. О том, как продвигается экзаменационная кампания в республике, нам расскажет замминистра образования, науки и молодежной политики Коми Олег Холопов. Здравствуйте. Добрый день. Олег Александрович, расскажите, когда же началась экзаменационная кампания у нас в республике и какие предметы уже сдали ученики? Экзаменационная кампания у нас стартовала 19 мая для выпускников 9 классов. Для выпускников уже 11 классов экзаменационная кампания началась 26 мая. На сегодняшний день у нас выпускники, девятиклассники, уже сдали предмет по выбору иностранный язык и один из обязательных предметов математика. 11-классники же тоже стартовали с предметов по выбору. Это химия, география, литература. То есть получается, что сначала не обязательно сдавать вот эти вот русский, математика, это вот самые необходимые наши предметы, да? Здесь как таковой, скажем так, вольности в выборе даты участия в экзамене нет, потому что ежегодно расписание проведения ОГЭ, единого государственного экзамена, утверждается совместным приказом Рособорнадзора и Минпросвещения. То есть, как правило, первыми заступают на вахту, так скажем, предметы по выбору, чтобы, может быть, донастроить еще систему, прежде чем пойдут вот эти массовые обязательные предметы. А потом уже, да, строго по расписанию, с учетом установленных дней, выпускники участвуют в обязательных предметах и предметах, которые выбрали. Что касается порядка проведения экзаменов, мы сейчас отходим потихоньку от ковидных ограничений. Что по этому году? С организационно-технологической точки зрения каких-либо особых изменений в проведении экзаменов нет. Да, санитарные требования, санитарные правила немножко смягчились с точки зрения того, что убраны позиции, которые не могут каким-то образом повлиять на ухудшение эпидемической ситуации, но в то же время есть определенные ограничения, то есть, как и в предыдущие годы, сохраняется термометрия на входе, сохраняется составление графика явки в пункты проведения экзаменов, чтобы исключить скопление на входе, да? Обязательно обработка помещений дезинфицирующими средствами, проветривание помещений, вот такие вещи, они сохраняются в этом году. А система проверки знаний, она как-то изменилась? Что важное в этом году, это то, что все-таки содержание контрольных измерительных материалов, задания в них, они становятся более практикоориентированными. То есть не совсем такая теоретические знания, да, а описывается конкретная бытовая ситуация, и вокруг нее уже как раз строятся задания. То есть мы должны понимать, насколько те знания, умения, которые получили в школе наши школьники, они могут применять именно в практической жизни. Вот это главная, скажем так, особенность. И до какого числа продлится кампания? С учетом резервных дней, да, определены основные дни,
также резервные дни, что для 9 класса, что для 11 класса. Мы заканчиваем в 11 классах 2 июля, это вот последний резервный день, а в 9 классах мы заканчиваем 9 июля резервные дни. Те, кто по какой-то уважительной причине не смог принять участие в экзамене, например, заболел, либо там совпадение дат экзаменов, такое тоже бывает по предметам, по выбору, например. Из года в год количество стобальников, отличников растет у нас в регионе? Если говорить о результатах единого государственного экзамена, то мы, в принципе, видим стабильность системы общего образования. По отдельным предметам растет средний балл, доля преодолевших минимальные пороговые баллы. А в отношении высокобальных результатов, да, мы видим динамику роста. Именно 100-бальные поднимаются по численности. В прошлом году, насколько я помню, было 34 100-бальных результата, на порядок больше, чем в предыдущие годы. И растет число высокобальных результатов, так называемых, мы их называем от 90 до 100 баллов. То есть мы видим на самом деле такую положительную динамику, и, безусловно, нас это, конечно, радует. Спасибо большое, Олег Александрович, за эту полезную информацию. Желаем нашим выпускникам удачи. Спасибо. Ну а те, кому до выпускных экзаменов еще далеко, после летних каникул продолжат грызть гранит науки. И как же здорово делать это с помощью высоких технологий. С 2019-го доступ к современному оборудованию получили многие сельские школы Коми. В рамках грантовой поддержки в них открылись точки роста – своеобразные центры цифрового и гуманитарного образования. О том, как с квадрокоптерами, интерактивными досками и 3D-принтерами работают ученики Выльгородской школы номер 2, я узнала накануне. Макет турбодвигателя самолета. Распечатанный из пластика на 3D-принтере, он заслуженно притягивает внимание. Проект, состоящий из сотни различных деталей, выполнил 10-классник. 3D-принтер далеко не единственное ноу-хау в точке роста. В рамках проекта учреждение пополнилось и новыми ноутбуками. Компактное устройство ученики активно используют на каждом уроке информатики. В помощь педагогу интерактивная доска. На ней можно писать даже без использования маркера. Компьютеры новые, какие-то новые программы более современные появились. Вот. Ну и самое главное, наверное, детям очень нравится, потому что кабинет отличается от всех остальных. И они как бы сюда приходят, и немножко уже здесь другая атмосфера. Очень удобно работать с экраном, он как бы интерактивный, там можно и презентации выводить, и как бы писать и так далее. То есть мы давно уже ушли от мела и тряпочки. С появлением в школе точки роста педагогическая деятельность Натальи Черных стала разнообразнее. Помимо информатики, женщина теперь преподает еще и робототехнику. Ящики с конструкторами, отмечает учительница, больше всего полюбились ученикам младших классов. Недавно из цветных деталей дети собрали макет Выльгородской сапоговаляльной фабрики. В рамках точки роста ученики школы могут еще и полетать. Не буквально, конечно, а с помощью квадрокоптеров. В распоряжении 4 штуки, 3 маленьких и вот такой вот побольше. Устройство поднимается на высоту почти 500 метров, благодаря чему открывается отличный обзор на площадку возле учреждения. Совсем недавно ученики и педагоги с помощью квадрокоптеров отрабатывали поведение во время пожара, во время пожарной тревоги. Инструктор оценивал, какие точки наиболее пригодны для построения, а ученики отрабатывали свое поведение во время возможного происшествия. На полке высоких технологий имеется фото- и видеотехника. С помощью нее воспитанники обозревают каждое внутришкольное событие и даже выпускают свои новости. Кружок «Школьное телевидение» посещают ребята 8 и 5 класса. К слову, полеты только уже по ту сторону реальности ученикам доступны с помощью VR-технологий. Это сейчас очень развивающееся направление, да, это очень популярно, тем более детям всегда нравится что-то такое летающее. Мальчики вот с удовольствием ходят. Прямо вот их не оттащить. Всегда говорят, давайте еще останемся, но, к сожалению, количество часов очень сильно ограничено. И действительно, расписание занятий в точке роста свободными окошками небогато. Ежедневно с самого утра здесь проходят уроки информатики для всех классов, а после основного учебного времени стартуют кружки. 8 направлений, среди которых есть даже шахматы, правда электронные. В красно-белых стенах дети также постигают финансовую грамотность и выполняют исследовательские проекты. К слову, Выльгородская школа стала в Коми первой, где открыли точку роста. Случилось это в 2019-м. Из республиканского бюджета на полное переоснащение кабинетов был выделен 1 000 000 рублей.
Почти сразу проект поддержали и в ряде других муниципалитетов. Если раньше программирование и 3D-печать на уроках технологий изучалось чисто теоретически, то теперь дети могут это попробовать, посмотреть. Теперь все кружки, которые реализуются в точке роста, они все-таки полностью профориентированы, потому что они имеют очень узкую специальность, и дети занимаются именно те, которые крайне заинтересованы в этом, которые, скорее всего, в дальнейшем свою жизнь определят именно в этой деятельности. За высокими технологиями будущее, говорят все, но где-то это будущее уже наступило. Реальность, в которой мы живем, тождественна постоянному прогрессу. И крайне важно погружаться в нее с самого детства. Причем не только дома, коротая досуг, но еще и в школе, получая новые знания. Современную жизнь невозможно представить без интернета. Главными героями новостных лент все чаще становятся блогеры. Они рассказывают о туристических маршрутах, берут интервью у известных людей, устраивают кулинарные шоу и не только. В Республике Коми таких интернет-талантов немало, и о них в программе «Детали не формат» рассказывает мой коллега Никита Чернов. Лето еще только спешит войти в нашу жизнь, а в программе «Детали не формат» уже по-настоящему жарко. Но если не будет контакта, есть телевидение. Как раз. К лету все стремятся преобразиться и привести себя в отличную форму. И тут не обойтись без активных физических тренировок. Блогер и по совместительству фитнес-тренер Арминуи Мирзаян стала первым гостем выпуска. Широчайшее включаешь, спинку нужно включить обязательно. Включить это как? Напрячь. После трения можно и немного расслабиться. Конечно, мы не рекомендуем просиживать время за компьютером, но для некоторых инфлюенсеров подобный вид хобби очень скоро перерастает в работу. Один из таких – блогер по Майнкрафту Владимир Войтенков. Смотри еще на индикатор пузыриков, то можешь утонуть. Они как будто реально как старому деду объясняют, типа. Ну, нормально. Отдых непременно нужно чередовать с активностью, например, умственной. Как с помощью поэзии набрать аудиторию, нам рассказала Ксения Мишарина. Откуда? Как ты его черпаешь? Я не знаю. Нет, я знаю, потому что этому объяснению не каждый поверит, не каждый готов к этому. Ну и на финишной линии мы оставили того, кто не может жить, существовать и двигаться без скорости. Знакомьтесь, автоблогер Саша Третьяков с YouTube-каналом, который уже перевалил за 40 тысяч подписчиков. Я тоже об этом точно так же, как и все, мечтал. Я тоже хотел себе громкую музыку, вот это все. И я потихонечку, прихожу к своей мечте. У меня, по-моему, уже 4-я аудиосистема. Такими мы увидели блогеров в новом выпуске «Детали не формат». Не пропусти сегодня в 20:00 и завтра на ОТР в 17:45. Ну вот и первая часть программы позади. Прервемся на небольшой перерыв, после чего продолжим вдохновляться позитивными сюжетами. И с вами вновь студия 11. Наша команда готова продолжить марафон интересных историй. И вот они, главные темы второй части программы. Экологический вестник. Какие акции по охране окружающей среды проводятся в Коми? Большой праздник. Усть-Цильма готовится с размахом отметить свое 480-летие. Любишь кататься – люби и правила соблюдать. О том, как должны пересекать дорогу велосипедисты. Весна – то самое время, когда лучше всего начать работу по защите окружающей среды. Ежегодно в Республике Коми проводится множество экологических акций по уборке территорий, береговых линий, раздельному сбору отходов и посадке деревьев. О самых популярных экологических акциях моя коллега Алена Туркина пообщалась с Татьяной Плата, исполняющей обязанности директора Центра по особо охраняемым природным территориям Коми. Татьяна, рада видеть вас у нас в студии. Давайте сразу с места в карьер. С какой экологической акции началась весна в нашей республике? Весна в нашей республике началась с зеленой весны. Мы все очень ждем этого цвета. Это та акция, которая проходит у нас ежегодно, начиная с 2015 года. Ее инициатором является неправительственный фонд имени Вернадского. Но я бы хотела сказать, что не дожидаясь акции, у нас такие молодцы наши жители республики Коми. Вот они, наверное, тот принцип, который заложен в «Маленьком принце», о том, что встал поутру, умылся, привел себя в порядок, приведи в порядок свою планету. Как только сошел снег, не дожидаясь объявления
массовых каких-то мероприятиях жители вышли и убрали те места после снега для того, чтобы вот наша республика стала лучше и чище. То есть в целом активно жители республики такую чистую инициативу воспринимают. Это очень здорово. Все ли районы участвовали в этой акции? Абсолютно. И мы говорим, что сейчас еще у нас продолжается акция. И если говорить о массовости, то у нас все муниципалитеты из года в год активно участвуют. В прошлом году участвовало 15 тысяч человек. В этом году, на май месяц, мы уже говорим о том, что у нас 18 тысяч человек. Официально тех людей, которые зарегистрированы и приняли участие в акциях. Вот те итоги, которые были прошлого года, они принесли нашей республике победу в российском конкурсе. Мы стали лучшими среди 85 субъектов Российской Федерации именно по количеству людей, которые принимали участие. Это здорово, что у нас с каждым годом количество людей, которые готовы участвовать в охране природы, потому что это прежде всего охрана наших ресурсов, это почвенного покрова, водных объектов, становится все больше. На самом деле «Зеленая весна» — это не единственное событие, которое проходит на территории нашей республики. Весна вообще сама по себе богата акциями с приставкой «Эко. Речная лента». Давайте вкратце, что это за акция такая? Да, вы абсолютно правы. «Речная лента» — это наша республиканская акция. Она родилась в 2005 году. Была инициатором создания этой акции был Комитет спасения Печоры, наша общественная уважаемая организация. С 2010 года акция стала республиканской. Она вошла в рамках нацпроекта «Экология» и реализуется в рамках федерального проекта сохранения уникальных водных объектов. В рамках этой акции прежде всего убираются берега наших замечательных рек для того, чтобы вот тот мусор, к сожалению, который все-таки оставляют наши и туристы, и отдыхающие на берегу водных объектов, не попадал в водные объекты и тем самым не загрязнял воду наших рек. Поэтому акция у нас тоже стартовала уже в мае месяце. Уже есть первые примеры выхода промышленных предприятий и наших активистов. Но самый основной старт будет дан в Сыктывкаре. Вот в ближайшее время будет объявление, следите за нашими объявлениями. Мы приглашаем всех активных наших граждан для того, чтобы вы подключились тоже к акции «Речная лента». О каких-то еще событиях, может быть, можно сказать? Да, я хотела бы сейчас о ближайшем событии, которое будет, это «Сад памяти». Это еще одна акция, которая заключается в посадке деревьев в память погибших воинов в Великой Отечественной войне. Республиканское мероприятие состоится 4 числа в Эжвинском районе. Предварительно мы обозначили время в 11 часов. Я тоже всех неравнодушных приглашаю на это мероприятие для того, чтобы поучаствовали в высадке деревьев. Как я уже сказала, акции ожидается немало. Все можно будет посмотреть, когда перейдете по ссылке, которая сейчас указана на экране. Татьяна, вот если человек хочет проявить инициативу и тоже свою, так скажем, свое мероприятие устроить, может ли он это сделать и как? Но если вы хотите массово, значит, провести это мероприятие, привлечь как можно большее количество людей, значит, начните с какого-то интересного названия, с какой-то там формулы, с какой-то идеи, да, которая ляжет в основу вот ваших акционных вещей. Соответственно, мы призываем наших активистов, чтобы не только вот физически убрать вот тот мусор, который есть, но все-таки нести какие-то знания, которые в дальнейшем помогут человеку все-таки бережнее относиться и сознательно относиться к тому месту, где ты проживаешь, и к тем природным богатствам, которые тебя окружают. Ну и не забывать, конечно, о той безопасности, которая существует, потому что у нас начался, к сожалению, сезон клещей, да, поэтому репелленты и все необходимые средства первой помощи, это все вам должно помочь, если вы будете выходить на мероприятия, связанные с очисткой берегов, лесов и тех территорий, где вы проживаете. Ну что ж, как говорится, дом у нас один, а значит, его нужно беречь. Татьяна, спасибо большое, что вы к нам пришли, были рады с вами пообщаться. Спасибо. Усть-Цильма на свой 480-й день рождения готовит большую культурную и деловую программу. Как известно, старинное русское село в этом году стало столицей историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России». Здесь ожидают делегации из разных регионов северо-запада. Гости хотят окунуться в атмосферу заповедного края, увидеть легендарную горку, народные костюмы, услышать песни и, конечно, узнать об истории Усть-Цилимской слободки. В преддверии праздника студия 11 продолжает цикл репортажей о тех, кто заселял эту северную землю и кто живет здесь сейчас. Пройти мимо Усть-Цилимского историко-мемориального музея Андрея Журавского просто невозможно. Столько здесь собрано экспонатов, предметов быта, орудий труда, старинных икон и рукописных книг. Многие знают, что эту территорию заселяли русские староверы. Однако освоение края началось гораздо раньше.
В XIV веке здесь добывали сокола для княжеской охоты. Позже из цыримской меди чеканили монету. Издавна притягивали эти места ростовских и московских князей обилием рыбы и пушнины. И вот в 1542 году Ивашка Дмитриев Ластка получил государеву грамоту на владение печорскими землями. Он получает эту жалованную грамоту на довольно льготных условиях. И это свидетельствует о том, что Ивашка был не из простого люда, а он находился в семиюродном родстве Ивану Грозному из богатого рода князей ростовских. Стала слободка расти, люди стали прибывать. И платежница 1574 года свидетельствует о том, что в Слободке жили люди по фамилии, прозвища раньше были Дуркин, Torop, Хозя, Мянда, Нос, Чупра. И сейчас основное ядро фамилий в Уссыльме составляют Поздеевы, Носовы, Чупровы, Дуркины, Асташовы. Сейчас мастера готовят для туристов сувениры, знаменитые пижемские ложки и писаные рукавицы с носками. И, конечно, всех, кто приедет, ждет угощения. Так встречали нас в деревне Скитская, где в XVIII веке находился духовный центр печорского старообрядчества Великопоженский скит. Потомки староверов – люди приветливые и гостеприимные. Хозяйка дома Полина Ивановна Носова говорит: «Все, что на столе, свое, за исключением соли, сахара да муки. Ну а главное блюдо – рыба». Люблю рыбалку. Не знаю почему. Отец у меня рыбак тоже был. Почему? Поехал один раз с Сашей, с мужем. Показал, что как. И больше все. Не могу от этого отлипнуть. Всегда рыбачу. Современные жители Усть-Цыримского района сохранили традиции своих предков. На праздники надевают наряды, которые в других регионах можно увидеть только в музеях. И песни древнерусские исполняют. Вот идет репетиция народного фольклорно-этнографического коллектива «Нареченька». На 480-летие Усть-Цыримы приедут сюда артисты из разных сел и деревень района. Пижемский культурный центр тоже не останется в стороне. Как говорят и местные жители, и ученые, фольклор – богатство этого края. В нем мы черпаем мудрость народную. Через фольклорные песни мы знакомимся с теми ситуациями жизненными, которые были и раньше, и которые происходят и у нас. Народный фольклор, народная педагогика – это та мудрость и то правильное воспитание, которое раньше было популярно и в котором мы сейчас должны воспитывать тоже наших детей. Именно через фольклор им прививаются нравственные устои, да? Им прививается любовь к родине, к корням. Ведь только зная свои корни, мы можем понять, кто мы есть на самом деле. Течет река жизни, а праздник Горка остается во всем своем великолепии. У нас, гостей, тоже есть шанс влиться в единый вселенский хоровод и ощутить красоту и гармонию заповедного края. Катание на велосипеде – излюбленное хобби многих горожан. Однако далеко не каждый предпочитает ездить по правилам. Самое частое нарушение со стороны велосипедистов связано с пересечением дороги. О том, как правильно оказаться по ту сторону проезжей части, расскажет сотрудник ГИБДД. Велосипедисту запрещено пересекать проезжую часть дороги по пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда. То есть, подъезжая по тротуару к пешеходному переходу, велосипедист обязан остановиться и превратиться в пешехода, переходить дорогу по пешеходному переходу пешком, ведя велосипед сбоку от себя. Если велосипедист пересекает пешеходный переход на велосипеде, за это предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере 800 рублей. Точно так же велосипедисту необходимо поступать при выезде с дворовой территории. То есть, если велосипедист двигается по тротуару и на его пути встречается выезд с дворовой территории, велосипедисту необходимо остановиться и спешиться перед этим выездом, перейти дорогу пешком. Любую непогоду всегда может скрасить чашка горячего чая с чем-нибудь сладеньким. В силе вкусняшки уверены и бурые жители леса. Недавно медведь в районе поселка Синдер уплетал на обочине дороги банан. Забавное видео посмотрели уже больше 1000 человек. Давайте и мы с вами поумиляемся. Но хотим напомнить, что кормить диких животных категорически нельзя.
На этом у нас все. Надеемся, что мы смогли поднять ваше настроение до максимума. Всем хорошего продолжения понедельника. Меня зовут Евгения Кладкевич. Увидимся уже очень скоро. Пока-пока.